день, уважаемые канажцы! В эфире передача «С любовью». И я ее ведущая, Кузы. И я очень рада приветствовать сегодня в гостях нашу замечательную, уважаемую и любимую всеми Татьяну Николаевну Бойчук, руководителя современного эстрадного танца «Созвездие». Итак, Татьяна Николаевна у нас сегодня в гостях, и мы очень рады этой встрече. И, конечно же, мы сегодня хотим поговорить о ней, о ее коллективе, о ее выпускниках и вообще обо всем, что окружает нас, о жизни. Татьяна Николаевна, я хотела вас спросить, как вы пришли к танцу? Почему именно танцы? Произошло это совершенно случайно. Начнем с того, что я в 1989 году закончила наше педучилище. И по распределению, тогда такое чудо было, то есть молодых специалистов распределяли. По распределению попала в Алатырский район. Я приехала туда, будучи молодым специалистом, музыкантом. Я закончила музыкальное образование. Туда приехала, там не до меня, потому что накануне выпускники сожгли школу. И я, довольная, счастливая, взяла открепление и уехала в Чебоксары. Там я очень быстро нашла работу. Я работала сначала в 42-й школе преподавателем музыки, затем в 54-й школе. И здесь, наверное, помог случай. В 54-й школе я помимо уроков музыки вела еще такую концертмейстерскую работу при очень тогда заслуженном, популярном хореографе. Григорьев Захар Иванович был такой педагог. Это, по-моему, дядя у нашей Маргариты Филимоновны. Да, представляете? Да, я работала у него концертмейстером. И вот, наверное, глядя на него, я бы тогда, конечно, никогда бы не подумала, что я буду в будущем хореографом. Я просто делала свою работу, концертмейстером работала у него. Но, наверное, вот сейчас я уже понимаю, что вот именно основу я взяла у этого человека. Потому что жесткости, вот этой вот требовательности именно у него я, наверное, понабралась, потому что очень многие говорят, что я требовательная, жесткая, где-то очень заставляю детей там, значит, до умопомрачения работать. Наверное, все-таки вот он заложил. Ну и тогда я еще не думала, что я буду хореографом. В какой-то момент я поняла, что и семейные обстоятельства так сложились, что я накануне своей свадьбы убежала от своего будущего мужа. Да, буквально это было, наверное, за неделю. Просто я поняла, что это не мой человек по жизни. Главное, вовремя. Да, и приехала в Канаш. В Канаше музыканты не нужны были. Но в 6-й школе уходил на тот момент хореограф Надежда Ивановна Пронькина. Да, и они мне предложили эту работу. Я так подумала, ничего вообще, у меня никакого образования абсолютно не было. Но я подумала, думаю, наверное, надо попробовать, почему бы и нет. Действительно. Да, и вот меня приняли. В меня поверила Солдаткина Клавдия Петровна. Она подумала, наверное, не знаю, или молодая я слишком была, или что-то она прочитала. Или прочитала, да. Встретила меня тогда еще Трифонова Валентина Анатольевна. То есть вот эти две женщины, которые в меня поверили, и как-то так внезапно у меня стало все получаться. Да. И я помню, это было в 91 году, и уже в 92 году мои дети, то есть это был состав, который остался после Надежды Ивановны. Я даже его не могу назвать своим, потому что я с ними занималась, наверное, года 2, потому что это уже были выпускные дети. Вот. И вот так вот мы заняли на каком-то городском конкурсе первое место. Вот и так вот сразу так пришли, сразу, да. Выступили и о себе заявили, заняв первое место. Да. Вот, видимо, у вас все-таки такой был дар. Мало того, что вы как и преподаватель получились, в общем-то,
хорошим. После нашего педучилища плохим преподавателем, ну никак, я считаю, там такие педагоги сильные очень. И наставники у вас были тоже хорошие. Работаете уже сколько лет, работали вы в своем коллективе? В прошлом году было 25 лет вашему ансамблю современного эстрадного танца «Созвездие». 25 лет, вдуматься только, это же какой труд, каждодневный, ежемесячный, ежегодный. Вам приходилось выступать не только на городских подмостках, но вы выступали и на республиканских, региональных, зональных, даже всероссийских. И везде вы оставляли о себе хороший след, о чем говорят громадное количество благодарностей, значит, дипломов и так далее, и почетных грамот. То есть их столько, и когда Татьяна Николаевна показала мне количество этих грамот и дипломов, я была ошарашена. Ну это же просто немыслимо получить столько наград, а ведь просто так их тоже не дают. Татьяна Николаевна, вот вы занимались в тяжелые времена, когда были застойные времена, я имею в виду, когда начались 90-е годы. Не хватало, наверное, средств на костюмы, на сценические наряды, потому что без сценических нарядов как-то было бы, наверное, не очень-то приятно выступать, особенно на каких-то смотрах. Что вам помогало? Кто вам помогал? Как вы выходили из этого положения? В первое время, конечно, Валентина Анатольевна Трифонова. Я помню, в 91-й год мальчиков заставить танцевать, это было что-то такое. Я помню такой момент. У нас в коллектив попал ребенок, ему в 9 классе, по-моему, был, но такой хулиган, натуральный хулиган. И вот он стоит, представляете, мальчик в фраке, стоит около костюмерной, то есть он переоделся и вышел уже за пределы костюмерной. Он стоит, он весь скукожился, весь, и проходит, значит, его приятель, говорит: «Ты чё, Серега?» То есть это настолько было стыдно, тем более в 6-й школе, это такой район был. Стеснялись очень сильно, и уговорами, и чем только. Естественно, по тем временам шить костюмы родителям предложить, это было, это просто, это было не принято. Поэтому Валентина Анатольевна, конечно, искала спонсоров всеми правдами и неправдами, где только, с кем только она не общалась по поводу финансирования нашего ансамбля. У нас было все, абсолютно все, даже обувь была у нас спонсорская, да. Татьяна Николаевна, скажите, вот в нашем городе, немало таких коллективов, которые занимаются танцами. Вот, вы все знаете, да и мы все знаем, часто их видим. А чем отличается ваш ансамбль от других? Почему дети выбирают именно ваш ансамбль? Что же их привлекает-то? Я бы не сказала, что только к нам рвутся. Сейчас есть хорошие коллективы, где дети, значит, выбирают себе, где-то кому-то не хочется далеко ездить. Но что хочу сказать про своих детей. Они у меня очень преданные. И кто к нам попадает, он редко уже. То есть бывает, что отсеиваются, кто-то чувствует, что это не его, кому-то это не надо, кто-то не хочет трудиться, потому что, конечно, я очень требовательная. Мы рады, что нас знают в городе, знают в республике и за ее пределами. Татьяна Николаевна, вот у нас тут на столе лежат 2 ваши награды. Одна такая красивая награда на малиновом бархате – это премия под таким красивым названием «Городская педагогическая премия «Признание». И еще одна очень замечательная награда – это награда Министерства образования Российской Федерации. Называется она… давайте прочитаем. Почетный работник общего образования Российской Федерации. Почетный работник общего образования Российской Федерации. Просто так такие награды не дают. Их дают за выдающиеся успехи, что наша Татьяна Николаевна и продемонстрировала. Татьяна Николаевна, следующее, что я хотела узнать. Я знаю, что вы воспитываете 2 прекрасных дочерей. Старшую зовут Настя,
Я ее запомнила еще по Дворцу культуры, когда она там занималась, выступала, прибегала к нам, когда мы еще там работали. И вот это была такая очень общительная, очень жизнерадостная девочка. Сейчас, наверное, она уже взрослая девушка. И еще я знаю, что у вас подрастает еще одна дочка младшая. Вот хотелось бы узнать немножечко о вашей семье. Начнем с того, что мне очень повезло. Я вышла замуж за очень творческого человека. И на всех мероприятиях, на всех концертах он самый главный помощник, конечно, у меня. Что касается дочерей, старшая девочка у меня закончила Академию культуры в Казани. Какая умничка, да. Настя. Да. Сейчас она сама педагог-хореограф. И уже очень, несмотря на то, что она только первый год отработала, у нее очень большие результаты. Я думаю, что у нее все хорошо будет. Она нашла свое дело. Любимое дело. Любимое дело, да. Она, когда закончила школу, у нас даже не было вопроса, куда поступать. То есть это было настолько очевидно. А младшая девочка, она ходит ко мне в коллектив, ей очень нравится. Работать, конечно, она не хочет. Это такой лентяй, что... Но очень любит выступать. То есть на сцене это звезда, это где-то что-то, может быть, не получается. Другой талант какой-то зреет. Может быть, она в артистке пойдет. Ну да, она так и говорит, что она хочет быть артисткой. Вот видите, а почему бы и нет? Раз у нее такое желание есть. Вот это просто самое главное разглядеть в ребенке какое-то вот направление и потом его развивать. Татьяна Николаевна, за 25 лет вашего существования, вашего ансамбля, танцевального ансамбля «Созвездие», очень много было детей, которые переходили из одной группы в другую, и так вот потом до выпускного. То есть приходили маленькими малышами, а уходили уже взрослыми юношами и девушками. Вы часто видите их? Да, мы созваниваемся. Очень многие мне помогают. В частности, это Олег Дмитриев. Были какие-то такие вопросы. Кстати, Олег Дмитриев, кем он сейчас работает? Он начинал в вашем в вашем оркестре. Такой мальчик, был худенький, щупленький. А сейчас он уже солидный работник правоохранительных органов. И что интересно, вот вы показали, как у вас был отчетный концерт, юбилейный концерт да. 25-летию посвященный. И там ваши ветераны, можно так сказать, танцевали. Да. Это же как здорово. Да. Через 25 лет. То есть вот они, конечно, в этом плане молодцы. Был у нас юбилей, как вы тут уже знаете, в 2016 году. Была у нас девочка-выпускница нашего ансамбля, Наталья Афанасьева. Вот. Она дала клич, все очень быстро собрались, ребята. Молодец, собрала. Да, собрала. И вот такой подарок она сделала. Ваши увлечения, у вас увлечения семейные, я так думаю, наверное, вы какие-то семейными увлечениями увлекаетесь, может быть, это спортивные, может быть, это у вас какие-то творческие направления. Спортом мы, к сожалению, не увлекаемся. Никогда не любила спорт. Да, достаточно того, что я двигаюсь, наверное, на работе. А так мы в семье очень любим петь. Мы поем, да. Сейчас всеми правдами, неправдами ребенок закончил у нас... Так, какой же класс? На 2 класс уже музыкальной школы закончила. Да. А у кого она учится? В каком классе? Тоже фортепиано? Нет, она у нас у Лианы Анатольевны учится на хоровом. Да, да, мы очень хотим, чтобы она запела. Может быть, она будущей певицей будет. Даже не знаю, кем она будет. Ну, когда мы поем, она тоже с удовольствием нам подпевает, но она любит танцевать. Если мы поем, она начинает танцевать. То есть у нее с импровизацией очень хорошо получается. Артистичная девочка. Да, ее надо просто видеть. Но в вашей семье не может быть по-другому. Ну да, конечно, спорт у вас – это танцы. Потому что движение – это жизнь, это ритмика – это красота. Поэтому, конечно же, какое еще может быть у вас увлечение спортивное, кроме как не танцы? Потому что действительно, это же хорошая зарядка, о чем там говорить. Татьяна Николаевна, я хотела бы вам задать еще один такой вопрос. Что бы вы пожелали нашим жителям, нашим маленьким гражданам, нашим
взрослым гражданам. Ваши пожелания. Маленьким зрителям я пожелала бы, наверное, в будущем найти себя. Потому что, когда ты занимаешься своим делом, результат такой, что ты живешь, работаешь, работа тебе приносит удовлетворение. Я помню, тетя моя всегда говорила: Таня, ты такая счастливая, ты танцуешь и еще за это получаешь деньги. То есть, да, вот только в этом случае все так хорошо, потому что и по жизни хорошо, и окружающим тоже вроде, да, результат твой виден, а взрослым хочу посоветовать и там, не знаю, пожелать: любите друг друга, потому что любовь – это, наверное, самое главное в нашей жизни. Любите и дорожите друг другом. Татьяна Николаевна, вы сказали сейчас очень хорошие, добрые слова. Любите друг друга. Ой, красота спасет мир. Красота, любовь и доброта. Я бы добавила к этим словам, потому что без этих составляющих трудно будет просто держаться на одной красоте. Дорогие канажцы, а эта наша передача закончилась. Я благодарю вас за внимание и желаю вам всем любви. До свидания. До скорой встречи.